чувство Родины. В битве за отчий край стояли насмерть все, кто мог держать оружие в руках. А враг зверствовал. На передовой взрывами снарядов и бомб был изранен каждый клочок земли. Но вновь поднимались в атаку наши бойцы, артиллеристы, танкисты, пехота, не жалели в смертельном бою себя, приближая победу. Товарищ полковник. Подполковник, где ваша осанка, гордо поднятая голова? Разве шли вы таким против танка по степи, где дымилась трава? Разве шли вы таким в наступление, ни своим, ни чужим не щадя, чтобы с боем прорвав окружение, заслужить благодарность вождя? Товарищ полковник, не надо горьких слез. Товарищ полковник, шагните в полный рост. Ведь ваш приказ исполнил убитый батальон. И вы не виноваты, я невиновен он. И вы не виноваты, я невиновен он. Не ищите забвения в стакане, не хлебитесь надрывом о том, что лежит на груди у вас камень с плечом вытом кровью крестом, что ночами в колымском бараке батальон вам являлся не раз, и о том, что напишет в бумаге капитан Солженицын о вас.